Урметлі достар, біз девамы темасы театр мевзусы бұл айрыбыр дүния, біз айрыбыр дүнияға далдық. Шымды есе бұл дүнияны біз біраз четте қалдырacağımыз. Бізім ярымадамызда яшаған миллетлер ақында лафер сетмеге керчектенде керек ве бүгінгі субетіміз енді тамам шымды башлана бұйырыңыз, дихат етіп сиыр етіңіз. Амма бұндан evvel әлбетте бізім сержілерімізге мұсафырымызны тақдим етейік. Сайғылы достар, бізім студиямызда Қырым Жұмхуриетінде Қырым Қараймлері тәшкілатының векілі Александр Журочка-Пандол. Селям алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Как началось утро? Отлично, так сказать, с чашечки кофе. Самое главное. Сегодня хотели бы поговорить непосредственно о крымских караимах и непосредственно о культуре. На самом деле, культура крымских караимов, тюрков очень древняя и интересная. Расскажите, как вы сохраняете ее? Ну, в принципе, в этом нет ничего сложного. Мы просто собираемся все вместе в нашей киноса, которую нам передали недавно. Разговариваем, общаемся, старейшины учат нас языку, мы просто поддерживаем диалог и, так сказать, берем у них знания, которые обладают только они. То есть это культура, это религия, то есть знания, которые можно узнать только из уст, так сказать, старейшин. В принципе, вот так. И все-таки, что для вашего народа, для вашей культуры является этим источником этнокультуры? Откуда вы черпаете информацию? Только ли это рассказы и беседы с вашими старейшинами? Нет, конечно. Также у нас раньше у каждой караимской семьи была своя книга, которая называется «Меджума», в которую записывали не только важные события в семье, но и рецепты, это рассказы, это стихи, песни. На данный момент мы успели подхватить старейшин, и с их слов наши специалисты написали 6 томов энциклопедии крымских караимов. Некоторые старейшины до сих пор живы, и мы поддерживаем с ними общение и дальше набираемся информации. Вы сказали «меджума»? Меджума, да. Очень созвучно с крымско-татарским словом «меджмуа», вот журнал непосредственно. Остались ли такие вот действительно журналы, записи? Да, конечно, их предостаточно. И на данный момент они хранятся в архиве музея крымских караимов, в который в дальнейшем, когда уже музей будет иметь свой экспозиционный зал, будут выставлены на витрины музея. А сохранилась ли эта традиция на сегодняшний день? Современные караимские семьи ведут ли такой журнал, такую книгу? К сожалению, нет. Знаете, таковых семей караимских, крымско-караимов уже давно, к сожалению, нету, чтобы там все были именно крымскими караимами. И постепенно эта традиция заместилась телефонами, планшетами, компьютерами, видео, фото. И, к сожалению, на данный момент никто не ведет таких журналов. Можно ли это так назвать по-современному, какое-нибудь, как современное слово, блогинг, да? Можно и так сказать, да. Это блогинг тех времен. Но вы упомянули музей. Да. Есть ли на данный момент в Крыму действующий музей истории крымских караимов? Музей крымских караимов был основан в 2015 году, но, к сожалению, он не имеет экспозиционного зала, потому что ресурсы крымских караимов очень маленькие. А так как малочисленный народ, всего 535 человек в Крыму, и даже если мы все соберемся что-то сделать, у нас не хватит на этого ресурсов. Экспозиционного зала нету, но активисты выставляют экспозиции. Ну, не все, конечно, которые у нас есть, предметы, там какую-то маленькую часть, чтобы хоть иногда показать людям, что мы имеем на данный момент. То есть экспозиция, концепция музея уже есть? Безусловно. Музей будет, крымские караимы решили выделить весь первый этаж киноса, который нам передало государство, на музей. И это будет 105 квадратных метров, 6 экспозиционных залов и уже распланированы комнаты и залы. Достаточно ли на сегодняшний день сил, средств, людей, чтобы собрать это все воедино, конечно же, и изучить?
Ну, на данный момент мы сами описываем экспонаты. К сожалению, ресурсов не хватает, как уже было сказано, но мы работаем над грантом и надеемся, что нам выделят деньги на реализацию данного проекта, потому что это очень актуально. Это будет способствовать на развитие молодежи, на просвещение ее в сфере истории, потому что, вот, к сожалению, большинство людей не знают даже, кто такие крымские караимы. И на как бы, поддержание связей с другими культурами. Александр, каким вы видите свой музей? Ну, в этом музее будет 6 залов. Я могу вкратце их описать. Получается, первый зал будет с экспонатами, ну, то есть все предметы, которые у нас будут, которые нам будут доносить как бы все семьи караимские, когда уже мы его откроем. А затем второй зал это будет с великими караимами, которые повлияли на историю Крыма и на историю России, такие как Анна Павлова. А затем третий зал у нас будет архив. Там будут фотокарточки старинные, там будут старинные книги, очень древние, старинные рукописи семей караимских. Четвертый зал у нас будет библиотека с книгами, которые можно почитать будет только у нас, потому что, в принципе, их нигде нет. Это те книги, которые написали караимы. Пятый зал у нас будет архив, но не такой, как третий, а там будут сложены те экспонаты, которые мы будем менять с первым залом. Ну, так сказать, как бы банк экспонатов, так сказать. И шестой зал — это вишенка на торте, как я считаю, потому что это будет интерактивная комната. Там будет интерактивная доска, мягкие диванчики, пуфики. И там можно будет попить кофе и отведать караимских сладостей. Также по выходным там будет уроки караимского языка и лекции по караимской вере. Так что Очень интересно. Извините, я забыл. У нас еще будет комната, как в ханском дворце, оборудование под традиционную комнату крымских караимов. То есть это будут стоять 2 манекена в традиционном костюме, там детская кроватка, там ребеночек, предметы быта повседневного крымских караимов. То есть комнатка, в которую можно войти и увидеть, как жили крымские караимы. Да. Можно будет даже потрогать эти вещи, которые трогали караимы 200 лет назад. Я уже с нетерпением жду, честно говоря. Меня же так заинтересовало это все увидеть и уже непосредственно вот потрогать. Если я еще научусь читать, вот, если я еще выучу язык, то я вы стали в 4-м зале. Да, на выходных в интерактивном зале будут проходить уроки караимского языка. Все, нужно действительно познавать. А вы лично занимаетесь проектом музея? Инициатором проекта был я, но над этим проектом работает инициативная группа крымских караимов. То есть это активисты и научные работники, старейшины тоже помогают, наставляют на этот путь. Молодежный сектор тоже очень хорошо помогает, предоставляет фотографии, идеи. Честно сказать, музей был построен так, что все что-то туда вложили. То есть, чтобы кто-то остался в стороне, такого не было. В принципе, вот так. Вы сказали о нескольких комнатках, да? То есть каждая комната будет нести определенную цель, играть определенную роль. Да. Будут ли проводиться какие-то мероприятия, возможно, открытие каких-то выставок? Да, конечно. У нас запланировано, что каждую неделю или там каждый месяц, это уже ближе к открытию музея будет решаться, мы будем проводить фотовыставки. То есть среди караимов есть много любителей пофотографировать. И у нас будут фотовыставки, на которые могут все посещать и приносить свои работы. То есть не обязательно быть караимом, чтобы поучаствовать в фотовыставке. Информация о фотовыставке будет на нашем сайте, и каждый может скинуть фотографии, и потом увидеть их в музее. Ну, мы с нетерпением ждем открытия этого комплекса. Мы вас тоже ждем на открытии данного музея. Спасибо огромное. Желаем вам сегодня хорошего дня, чтобы вы пожелали нашим телезрителям. Ну, не забывать своих предков, потому что если не зная своей истории, у вас нет будущего просто. Конечно. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Мы вам, конечно, еще раз желаем хорошего дня и, конечно же, успехов. Спасибо. Девам етеміз, құрметті достар, мұна тамам бөлі бір мезу яңғырады, өз тарихымызны огренмек, білмек, ве әлбетте тамам мерақланмақ, ве медениетне мерақланмақ, бізде бір ойлы мақсус лейхамыз бар.
Тамам шымды біз оны сейір етежеміз сайғылдыслар милли хазине рубрикасы бұйрыңыз.